Человечество испокон веков интересовалось космосом. От Аристотеля и Гипатии Александрийской, наблюдавших звездное небо тысячи лет назад, до больших международных программ наших дней, с древнейших времен исследование космоса неумолимо сопровождало человеческое развитие. 12 апреля отмечался День космонавтики, посвященный первому полету человека в космос. А сегодня в Доме Москвы студентам и школьникам прочитали лекции о космических исследованиях и истории космонавтики. Для всех приглашенных Дом Москвы также подготовил интересные подарки. Нас посетили два спикера из Москвы. Это космический инженер Афанасьев Андрей Юрьевич и Лескова Наталья, научный журналист, автор детских книг о космосе. Сегодня лекция у нас для студентов АГУ, физико-математический факультет, специальность физики, в составе 25 человек, полный зал. Мы очень рады, что они посетили наше мероприятие. Завтра лекция для школьников, придут 6 класс из средней школы номер 6 имени Комарова. Для них будет совсем другая лекция, она будет построена в детском формате, чтобы им было интересно. Облетев Землю на корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Эти слова принадлежат первому человеку, побывавшему в космосе, летчику-космонавту, гражданину мира, чье имя известно каждому, Юрию Гагарину. В холле Дома Москвы была развернута фотовыставка, посвященная этому удивительному человеку. О нем юным физикам в обширной лекции детально и интересно рассказал космический инженер Андрей Афанасьев, приехавший на Черноморское побережье из Москвы. Моя лекция о Гагарине, о его роли в становлении нашей космонавтики и о последующем, о том, что было после Гагарина, о многоразовой технике, об орбитальных самолетах, о том, что, как это называл Сергей Павлович Королев, как нам возвратиться из космоса на крыльях. Вот об этом речь, о крыльях, на которых возвращались из космоса, и наши летательные аппараты, и проектируемые летательные аппараты, американские летательные аппараты. Вот об этом речь и о некоторых перспективах этого подхода. 16 апреля Дом Москвы посетят уже школьники, учащиеся школы номер 6 имени Владимира Комарова, советского летчика-космонавта. Для юных слушателей прочитает лекцию научный журналист Наталья Лескова. Приехала сюда рассказать о некоторых страницах покорения космоса. 12 апреля 1961 года вошло в историю, в общем-то, всей планеты, а не только каких-то отдельных стран. Рассказать о городе Королеве Московской области. Лекция будет и об этом, и это будет презентация моей книжки научно-популярной, которая называется «Происхождение жизни от метеорита до человека». Эти книжки у меня есть с собой, и школьники, которые будут на этой лекции присутствовать, получат их в подарок. Как рассказал Андрей Афанасьев, делиться знаниями в области космонавтики с подрастающим поколением невероятно важно, ведь исследование космоса – это возможность не только открывать новые планеты и создавать перспективные технологии, но и работать совместно для достижения главной цели – развития всего человечества. Студенты – это наша опора, наше будущее. Студенты-технари, в том числе и гуманитарии тоже, которые могут это правильно осветить, безусловно. Потому что, как сказал Циолковский, наше будущее там, в космосе. И Сергей Павлович Королев к этому тоже приложил всю свою жизнь практически, посвятил этому. И огромное количество космонавтов, инженеров, техников, которые выросли тоже из студентов. Поэтому это безусловно важно. Наш выход в космос – это эпоха. Началась она именно тогда. Сергей Королев говорил, что космонавтика имеет безграничное будущее, а потому кажется особенно важным взращивать в юных умах неумолимое любопытство, обращенное к далеким звездам. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.